сразу открыть вкладку. Да-да-да. Вот. И вот читайте вниз, в чем состоит суть этого события. Днем работа, вечером учеба. Сегодня за парты сели необычные студенты. Это предпенсионеры. Гульназ Дарчинова уже 20 лет работает в издательстве. На пенсии хочет стать экскурсоводом. В дальнейшем должны быть выезды вначале в Свияжск. Раскроют секреты профессионального мастерства, тонкости какие-то. Я думаю, мало знать одну историю, нужно еще уметь красиво подать. Освоить новую профессию по международным стандартам WorldSkills – уникальный шанс для старшего поколения. Первые результаты этой программы одобрил Владимир Путин на Совете агентства стратегических инициатив. Используя полученный опыт, нужно развивать передовые модели обучения профессиям будущего, внедрять форматы непрерывного образования людей всех возрастов. Сейчас в Казанском инновационном университете 40 слушателей 50+ осваивают курсы на выбор. Это администрирование отеля, предпринимательство, туризм и экскурсионные услуги. На 3-часовые занятия идут после работы, и так 3 раза в неделю. Если человеку нужна дополнительная профессия, какие-то в рамках WorldSkills, и нам дают такую возможность все-таки бесплатно обучаться, наверное, это все-таки надо стремиться к тому, чтобы приходить все-таки на занятия. Каждый выпускник получит Skills паспорт. Это сертификат профессиональных умений, признанных ведущими работодателями страны. Трудностей на самом деле не возникает, вопросы возникают, так как это все-таки, как я сказал, новая сфера деятельности для них, новая работа. До 2024 года в Татарстане планируют обучить 12 тысяч предпенсионеров. Финансирование в рамках федерального нацпроекта «Демография». Регистрация для граждан открыта на сайте 50plus.worldskills.ru. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.